Туркменистане бесследно пропал молодой врач. Несколько дней назад он впервые в истории страны заявил о своей гомосексуальной ориентации. После пропажи парня также не удается связаться с его семьей. Простите меня, если меня больше нет, не поминайте лихом. Папа, поменьше нервничай, иначе заболеешь. В России вступил в силу закон о суверенном интернете. Он якобы должен защищать российских пользователей от внешних угроз. Что такое угроза, пока не решили. Они, по-видимому, будут фильтровать какой-то трафик. Иметь красную кнопку по исключению того, что мы не хотим видеть в интернете. Скандал с уничтожением символа Алматы яблочного сада дошел до президента. Он приказал разобраться в случившемся. Разобрались, удивились. И распахали, разэтовали, потом разосрались, все. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Туркменистане пропал врач, который первым в стране открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в СМИ. Как сообщает туркменская служба радио «Свобода Азатлык», Касымберды Гараев не выходит на связь уже 9 дней. Он попросту пропал. Случилось это после того, как его вызвали в полицию якобы для беседы. Позже источник, близкий к силовым структурам Туркменистана, рассказал Азатлыку, что Министерство национальной безопасности разыскивает Гараева. В редакции не исключают, что молодой человек находится в серьезной опасности. Еще в сентябре Касымберды Гараев обратился к журналистам радио «Азатлык». Он первым решился открыто заявить о нетерпимом отношении к ЛГБТ-сообществу в Туркменистане. И это несмотря на то, что гомосексуализм в этой стране официально уголовно преследуется. Молодой человек рассказал, что ранее его уже задерживали, однако от тюрьмы его уберегло родство с влиятельным чиновником. В интервью он задавался вопросом, сколько таких людей, как он, попадают за решетку. В статье «Азатлыка» о Гараеве были изменены его личные данные, указывались лишь его возраст и профессия врача-кардиолога. По информации журналистов, из-за этой публикации органы безопасности Туркменистана проверяли всех молодых врачей, кто мог бы подходить под такое описание. Касымберды предчувствовал, что ему может грозить опасность, поэтому записал видеообращение. Мои дорогие, простите меня. В последнее время я причинил вам много боли, заставил вас плакать. Я не хотел вам зла. Если меня куда-то заберут, знайте, я ни в чем не виноват. Простите меня. Если я вдруг пропаду, простите меня. Примите все как есть. Я действительно не говорил и не делал всего этого, чтобы вам навредить. Простите меня. Если меня больше нет, не поминайте лихом. Папа, поменьше нервничай, иначе заболеешь. Мама, ты тоже не переживай. Ковус, присматривай за ними всеми. Простите меня. В научно-клиническом центре, где работал Гараев, нашим коллегам заявили, что больше такой сотрудник там не числится. Как стало известно радио «Азатлык», семья Гараева переехала из дома в Ашхабаде. Пока остается неясным, уехали ли его близкие по своей воле или их заставили переселиться. Сын бывшего президента Кыргызстана заявляет, что его компанию рейдерским способом хотят захватить. Накануне на предприятии «Автомашэнерго» провели обыск. Сотрудники военной прокуратуры Джибек Бигалиева разбиралась в ситуации. Как выглядят дети Атамбаева и чем они занимаются, большинство кыргызстанцев все 6 лет его правления не знали. Никто из них не занимал высокие государственные должности и на публике все это время не появлялся. Одного из сыновей бывшего президента Сейитбека стали узнавать на улице лишь после событий в Койташе, когда спецназ штурмовал дом Атамбаевых. Вчера в компанию, которую возглавляет Сейитбек, пришли с обыском сотрудники военной прокуратуры. У нас не просто распредкомпания, а энергоснабжающая организация. Это у нас на своем собственном балансе у нас есть 2 трансформатора, более 14 километров кабелей, которые каждый день наши специалисты его обслуживают. Однако некоторые издания время от времени писали, что частная компания, которую возглавляет один из сыновей бывшего президента, пользуется серьезными преференциями и получает огромные прибыли. Эксперт по топливной энергетике Расул Металиев заявляет, что говорил об этом еще при Атамбаеве. Дети бывшего президента брали электроэнергию напрямую от электростанций и продавали ее в 2-3 раза дороже. Когда Атамбаев был президентом, им все помогали, начиная от премьер-министра и министра энергетики. Они брали электроэнергию по 1 сому и 20 тиынов и продавали в 2 раза дороже крупным предприятиям. Но, как заверяют, в самом «Автомашэнерго» таких доходов у компании никогда не было. С прошлого года «Автомашэнерго» покупает электроэнергию по 2 сома за киловатт-час, а продает по 2 сома 50 тиынов. До этого, по словам Сейитбека, за 1 киловатт-час он платил 1 сом 40 тиынов. Это примерно 2 цента, а продавал предприятиям примерно по 3 цента. Раньше при Бакиеве писали, что за маленькую цену мы берем и потом за большую цену перепродаем. Это, конечно, не так, потому что мы покупаем у департамента топливно-энергетического комплекса, у них все сертификаты
соответствующие документы есть, они могут это посмотреть. У нас более 22 таких же энергокомпаний, как у нас. Это для сравнения и для гласности, и для общества это надо вытащить. Пусть посмотрят, по какой цене мы продаем и по какой покупаем. Это было бы супер. Младший брат Сейдбека Кадыр считает, что силовики работают по приказу руководства страны, а компанию его отца, которая принадлежит Атамбаевым больше 15 лет, хотят рейдерским способом захватить. Он никаким образом не монополист. Энергоснабжающих компаний в Бишкеке такого рода около 22. И компания «Автомашэнерго», она только одна из большого ряда таких же компаний. У нее не было никогда каких-то конкурентных преимуществ, потому что и количество клиентов у этой компании, оно не превышает 50. Но в прокуратуре считают, что в деятельности компании есть нарушения. По их данным, в «Автомашэнерго» по различным причинам отказывали предоставить документы налоговой инспекции, а проверки предприятия фискалами не проводилась с 2015 года. Следственной группой военной прокуратуры Кыргызской Республики расследуется ряд уголовных дел в отношении Атамбаева, которому, в свою очередь, вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 43-319, это соучастие в коррупции, статьей 215 «Легализация преступных доходов» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В рамках этих уголовных дел проверяется имущество, активы и предприятия, принадлежащие Атамбаеву, его близкому окружению и аффилированным лицам, чего прямо требует уголовно-процессуальное законодательство нашей республики. Компания «Автомашэнерго» входит в состав корпорации «Кыргызавтомаш» с 2005 года. Предприятие это появилось после приватизации Атамбаевым крупнейшего завода по сборке сельхозтехники. Оборудование и технику после этого, по словам некоторых бывших чиновников, завода вывезли и распродали за границей. Тюбек Бегалиева, Самат Алжбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Президент Радио Свобода Европа, Радио Свобода Джеми Флай подверг критике решения МИДа Таджикистана отказать в аккредитации некоторым журналистам Радио Озоди и предоставить частичную аккредитацию другим сотрудникам. Флай направил главе внешнеполитического ведомства письмо. В нем он назвал действия властей Таджикистана препятствованием миссии организации в стране. Министерство иностранных дел ответило на наши неоднократные запросы об аккредитации наших журналистов только вчера и только с частичными одобрениями. Радио Свободная Европа, Радио Свобода не поддастся давлению в освещении событий в Таджикистане. Я призываю МИД Таджикистана немедленно аккредитовать всех журналистов Радио Озоди и разрешить им выполнять свою работу. Джеми Флай в письме руководству МИДа Таджикистана в частности отметил, что за день до истечения аккредитации 9 журналистов Радио Озоди продлили ее только 7. Отмечу, в настоящее время 11 журналистам и сотрудникам Радио Озоди запрещено работать. Министерство иностранных дел не выдало им аккредитацию. В России вступил в силу закон о суверенном интернете, который, по задумке создателей, должен защищать российских пользователей от внешних угроз. Что именно будет считаться угрозой, пока не решили. Обо всем, что известно, расскажет Алексей Александров. Автор закона о суверенном интернете, депутат Госдумы Андрей Луговой, объясняет, зачем этот закон так необходим россиянам. Все корневые сервера, так технологически устроенный интернет, находятся на территории Соединенных Штатов. Если в определенный момент доступ к этим серверам будет прекращен, значит, интернет как таковой у нас в стране будет находиться, но мы не сможем иметь быстрого и эффективного доступа к сервисам, которые этот интернет предоставляет. Об этом когда-то также говорил Владимир Путин. Интернет придумали американцы, и они всегда смогут, если захотят, его отключить. Запрос идет, чтобы вы понимали, не внутри России, а он идет на корневой сервер в Соединенные Штаты. И нам возвращается обратно. Если сервера обрубаются, то я буду набирать, а мне он ничего не выдаст. Поэтому мы делаем, условно говоря, такой промежуточный этап, когда этот запрос идет как корневым серверам, если они работают, а если они не работают, он идет в ту систему национальных доменных имен, которая сейчас создается и будет создаваться Роскомнадзором. Андрея Лугового британские власти считают одним из исполнителей убийства в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Закон о суверенном интернете, внесенный Луговым и еще 2 сенаторами, еще на этапе проекта вызвал вопросы у IT-специалистов. Сотрудник международной компании-регистратора Алекс Семеняка говорит, то, что российские депутаты сделали мотивировкой закона, просто не соответствует действительности. Авторы закона не восприняли информацию, что, во-первых, корневые сервера расположены по всему миру. Из них часть есть в Российской Федерации. Количество соседей Российской Федерации тоже огромное. Представить себе, что все соседи Российской Федерации, включая Казахстан, Беларусь, Китай, Монголию,
внезапно выключат свои каналы связи со своей стороны, это что должно быть? Семеняка удивляется. Главное в законе вовсе не то, о чем депутаты говорили с трибун парламента. Под предлогом борьбы за стабильную работу интернета депутаты одним из 5 пунктов закона прописали новый способ госконтроля над сетью. Вот это здание на улице Бутлерова в спальном районе Москвы, одна из старейших, существующая с 95 года, точка обмена интернет-трафиком. По объему проходящей по проводам информации, этот центр первый в России и 5-й во всем мире. Сюда приходят провода с интернетом из 8 крупнейших городов страны и из Латвии. Но таких же точек обмена трафиком в России около 10 тысяч. И в каждом из них, по новому закону, государство установит специальные устройства DPI, системы глубокой фильтрации интернет-трафика. Семеняка называет новый закон откровенно лоббистским. Государство собирается устанавливать устройство производства пока никому неизвестной компании rdp.ru. Делать это будут на бюджетные деньги. Минимально затраты оценивали в 20 миллиардов рублей. Это 300 миллионов долларов. Максимально в 100 миллиардов рублей или 1,5 миллиарда долларов. DPI-фильтры будут пропускать через себя весь российский интернет-трафик. Через DPI государство получит еще один способ, как отключать интернет в стране в принципе, так и за россиян решать, какие сайты они смогут посещать, а какие нет. Источники издания Bell утверждают, что в администрации президента России настаивают, чтобы система заработала в полную силу до 2021 года, когда в России запланированы парламентские выборы. Алексей Александров, Сергей Корсаков, Никита Борисов и Ангелина Казакова. Настоящее время. Москва. Все больше таджикистанцев сегодня хотят получить российское гражданство. Это и трудовые мигранты, и высококвалифицированные специалисты. Репортаж Анушервана Арипова. Длинные очереди у представительства МВД России в Душанбе – дело привычное. Здесь подают документы и проходят первичные консультации по программе переселения. Только с начала года сюда пришли более 8 тысяч таджикистанцев. Все они хотят уехать вместе со своими семьями в Россию. Если брать в расчет, что обычная таджикская семья состоит из 5-8 человек, то цифра выходит огромная. Люди говорят, что желают уехать в поисках лучшей жизни. Ну, в дальнейшем я хочу, чтобы вот у меня сын в 9 классе учится, он сейчас кандидат мастера в спорте по вольной борьбе. Я хочу, чтобы он там дальше хорошо развивался, тренировался и дальше там. То есть будущее в будущем, да, что будущие мои дети, что учились и занимались, и работали нормально по своей профессии. Прежде всего для того, чтобы дать хорошее образование своим детям и улучшить условия жизни. Я хочу переселиться с родителями в основном, и цель моего поездки в Российскую Федерацию является тем, что я хочу в будущем делать научные работы и работать, жить и работать в Российской Федерации. Успешно проходят все процедуры и подают заявления на переселение, как правило, меньше четверти обратившихся. Остальные не подходят под требования, не знают русского языка на достаточном уровне или не имеют образования и опыта работы. Но все же большинство отсеиваются по другой причине. Они едут исключительно за гражданством, а не для того, чтобы жить в России постоянно. Когда приходят на собеседование, по большому счету, основная масса претендентов, они так и говорят: хочу получить гражданство по программе переселения. Но это не цель программы. Поэтому и идет, соответственно, естественный отбор. Для тех, кто хочет переселиться, и для тех, кто хочет работать и получить просто гражданство, используя его для того, чтобы ездить и работать в России уже как гражданин России, а не иностранный гражданин. Трудовым мигрантам российское гражданство нужно для того, чтобы по приезде в Россию им не пришлось оформлять патент. Также они хотят иметь те же права, что и российские граждане. В первую очередь защиту от произвола полиции и миграционных служб, чтобы им вовремя платили, не обманывали, предоставляли нормальные условия работы. Не получается в России. Документы трудно делать, для регистрации нужны деньги. Милиция придирается. В общем, достают они часто. Я только месяц как приехал. Я еще не был в России. Вот пару месяцев думаю, чтобы подать на переселение. Каждый день с детьми разговариваю по телефону. Они там остались, как граждане, а у меня запрет на въезд в Россию. Я, когда ездил, был без семьи. Сейчас у меня семья, и я не езжу. Там часто недоплачивают, обманывают. Лучше уж тут. Я здесь даже лучше зарабатываю. Там обманывают, не платят, не поеду. С каждым годом количество обращений на переселение в миграционные органы России от таджикистанцев растет на 10-15%.
Мы вынуждены были дополнительно переработать свой график работы немножечко и выделить дополнительное время и стали записывать с августа месяца еще дополнительно к уже существующим записанным ежемесячный дополнительный список готовить и принимать людей. Это в пределах где-то 120 человек в месяц. Таджикистанцы ищут возможность получения российского гражданства не только через официальные органы, но и многочисленные мелкие фирмы по трудоустройству. Но очень многих людей волнует вопрос, скажем, трудоустройства с последующим получением гражданства Российской Федерации. То есть здесь, конечно, можно было бы сказать наше взаимодействие с представительством миграционной службы в Таджикистане в плане того, что было бы полезно, если бы человек поехал на конкретную работу, зная, работает легально, и в конце концов он получает там гражданство. По данным МВД России, сегодня в этой стране проживает 1 миллион 340 тысяч таджикистанцев. Кто-то сюда приехал учиться, есть работающие по контракту, отдыхающие и люди с двойным гражданством. Но все же большинство составляют трудовые мигранты, более полумиллиона человек. Но точных цифр нет. Местные власти занижают показания статистики, а российские, напротив, завышают. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время, Азия. Смотрите далее в нашей программе. Скандал с уничтожением символа Алматы яблочного сада дошел до президента. Он приказал разобраться в случившемся. Разобрались, удивились. И распахали, разэтовали, потом разосрались, все. Узбекистанский правозащитник Акзам Тургунов удостоен международной премии «История несправедливости». Репортаж Сироджидина Талибова. Недавно, когда я собирался идти на 2 судебных заседания, следующий за мной сотрудник СГБ спросил: «Старик, а ты не боишься, что за углом твоего дома тебе случайно собьют автомобиль?» Акзам Тургунов со сцены читает присутствующим не свои мемуары об эпохе правления Ислама Каримова, а рассказывает о сегодняшнем Узбекистане. Сразу после выхода из тюрьмы в октябре 2017 года Тургунов возобновил свою правозащитную деятельность. 2 года тому назад, в это же время, Азамжан Тургунов, известный правозащитник из Узбекистана, находился в тюрьмах Ислама Каримова. Его освободили после прихода к власти Шавката Мирзиёева. А сегодня вот на этой сцене Азамжан Тургунов получил международную премию People in Need за отвагу и за борьбу против диктатуры в Узбекистане. Акзам Тургунов в общей сложности отсидел в тюрьмах Узбекистана 15 лет. Его история отличается от сотен других репрессированных в Узбекистане. По словам Тургунова, власти посадили его в тюрьму за попытку защищать права политзаключенных в судах. Все политические заключенные были, как называется, по сфабрикованным делам их осуждали, поэтому те люди, которые их закрыли в тюрьмах, они до сих пор сидят на своих местах. Поэтому они боятся восстановления справедливости. После кровавых событий в Андижане в 2005-м, когда оппозиция уже была разгромлена, правозащитник Тургунов встал на пути репрессивной машины. Из-за этого международные организации признали его узником совести каримовского периода. Иногда даже мои дети, моя жена говорят: сегодня не выйдете, вот там участковый СМБшник стоит, они нас предупредили, не пускайте его сегодня на улицу. Вот такие всякие игры. Я бы не сказал, что начинаются, они давно уже продолжаются. Сейчас 66-летний Акзам Тургунов занимается защитой прав граждан, недовольных действиями правоохранительных органов и силовых структур Узбекистана. Тургунов одним из первых попытался реабилитироваться. Вместе с 3 соратниками он создал правозащитную организацию «Восстановление справедливости». Однако власти не хотят ее зарегистрировать. Сироджидин Талибов специально для программы «Настоящее время. Азия». В деле о разграбленных яблоневых садах в предгорьях Алматы новый поворот. Ранее хозяева участка заявляли, что деревья знаменитого апорта вырубили неизвестные. Найти и наказать вандалов поручил сам президент Токаев. И тут выяснились новые подробности. Шолпан Разбекова расскажет.
Подозреваемых в деле о разграбленных яблоневых садах Алматинского порта полиция установила практически сразу. Их задержали и завели уголовное дело. На допросе они выдвинули свою версию этой истории. По словам адвоката задержанных, КАМАЗы и тракторы работали в садах по договоренности с владельцами участка. То есть ни о каком вандализме речь не идет. Между моими доверителями и собственником данного крестьянского хозяйства достигнута была договоренность в конце августа 2019 года. Они проложили ей дорогу к крестьянскому хозяйству. Моим доверителям назначен штраф по порче земли. Но даже после выплаченного штрафа уголовное дело продолжат. Ранее в интервью нашей программе дочь владельцев яблоневого сада Урымбаевых заявила, что слой чернозема срыли и редкие деревья уничтожили неизвестные злоумышленники. Именно здесь, где они вот это вот все разрушили, росли апорт, которому было по 30-40 лет, красно-кровавый, именно заилийский, и кандиль. Сейчас ведется подсчет нанесенного ущерба. На повестке дня главный вопрос, кто именно будет покрывать этот самый ущерб. По словам соседей Урымбаевых, хозяева сами наняли рабочих для того, чтобы проложить на участке дорогу. Я ни за кого, я не за Джумагуль, я не за этих парней. Просто возмущает то, что люди говорят неправду. Зачем это говорить? Потому что соседи все видели и знают, ходила она, не ходила. Супруги Ольга Персидская и Аблай Абдрасула в этих краях живут с конца 90-х годов. Столько же и соседствует по участку с четой Урымбаевых. По их словам, обвиняемые отнюдь не первые наемные рабочие. Правда, работают они до первого конфликта с хозяевами. И распахали, разэтовали, потом разосрались. Все, они ушли. Ну а что, как? Поругались. Да, поругались. Да. И все. Она не одних приводила. Поработает, раз-раз, выгонит. Интересно, что по словам другого жителя предгорного района, те сорта яблок, знаменитый алматинский апорт, из-за которых и начался весь сыр-бор, здесь не растут уже несколько лет. Говорит, что высохшие и неухоженные деревья не могут приносить по 100 килограмм яблок в год. Чисто уже пропащие яблони. Вот там такие же были. Сухостой. Откуда вы? Она уже там 15 лет не была в этом саду. Откуда там яблоки будут? За ними надо ухаживать, обрезку делать. Сами же Урымбаевы называют сказанное соседями клеветой и настаивают. С подозреваемыми они не знакомы, на работу их не приглашали. Нет, абсолютно. Абсолютно. Это то, что они сказали нашим соседям. А потом, когда мы к соседям уже начали звонить после 24 сентября, тогда только они сказали: а нет, ты же сама разрешила. Они нам сказали, что ты разрешила. Никакого мы с этими ребятами не договаривались. И смысл вообще нам дорогу делать на нашем участке. Куда эта дорога пойдет? Жумакуль Урымбаева подключается к беседе уже в конце разговора. По ходу беседы меняет свое мнение. Речь идет уже не о 100 килограммах с дерева, а почти вдвое меньше. Но в этом, говорит женщина, нужно винить местный климат. В прошлом году на этих яблонях не было яблок, потому что засуха была, и в этом году. А вообще они плодоносят каждый год на наших яблонях, на которые вот метров 10-15 старые яблони, да. Вот некоторые апорты в урожайный год могут давать до 100 килограмм, так 50-70. А вообще последние годы оно меньше и меньше дает. Почему? Климат меняется. Напомню, сейчас в полиции выясняют, сколько деревьев было вырублено на участке заявителей. А вот каких именно, намерена выяснить адвокат подозреваемых. Она уже привлекла независимых экспертов. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Алматы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «В настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго. Они поняли, что стали заключенными в тюрьме на полосе земли, огороженной 2 стенами. Полосе, которая окружала весь Западный Берлин. Любой выстрел мог поднять тревогу. Так что никто не стрелял. По кроликам, конечно. Эта мысль, она поражает и отрезвляет. То, что человек в один момент он может с 50-килограммовым рюкзаком идти в гору 3 дня.
Он может отжиматься, он может бегать, он может подтягиваться. И всего лишь через 9 месяцев